Я Настя Ильчебаева, и чаще всего вы могли меня видеть в выпусках новостей. За годы работы я повидала многое. А сейчас решила сменить бешеный ритм города на размеренность сельской жизни. Для чего? Причин сейчас достаточно. Свое хозяйство и натуральные продукты. Сколько кулинарных шедевров можно из них приготовить. Да и цены на квартиры нынче выше горы Еремель. А домик в деревне выглядит вполне себе привлекательно. Но главное не деньги, а душа села. И вот ее-то я и хочу понять. Детства в деревне у меня не было, так что буду наверстывать. Тем более, говорят, жизнь там стала современной. Люди развиваются, творят и меняют мир вокруг себя. Говорят, хватает и городских, сменивших привычную жизнь и переехавших в село. Вот и я сменю мегаполис на мегасело. Конечно, труд, но, признаюсь, работать на съемном воздухе – особое удовольствие. И нет, профессию я не меняю, а просто решила по полной окунуться в работу современных лесорубов. Это проект «Мегасело», и мы в Зилаевском районе. Сегодня мы познакомимся с Евгением Нелюбовым. Фамилия у нашего героя не говорящая. Он, наоборот, к любому делу относится с любовью. Занимается лесопереработкой. Сейчас больше руководит, но если нужно, и сам сядет за руль трактора. Вместе с супругой Еленой воспитывает 2 сыновей. И, попробовав город на вкус, они когда-то приняли решение вернуться в родное село. Ого, как громадина такая попала. Я такое, знаете, только по телевизору видела. Но вам, мне кажется, уже, конечно, нет таких эмоций, но мне... Обычное, привычное дело. Евгений решил сразу бросить меня в самую гущу работы, чтобы я увидела весь процесс с самого начала, как когда-то пришлось и ему, молодому парню без опыта, в кратчайшие сроки встать у руля семейного дела. Вариантов не было. Либо справляешься, либо хозяйство окажется на грани закрытия. Евгений, как получилось вообще, что пришли в лесную промышленность, в это направление? Я так понимаю, что для вас это было вообще в новинку. Да, это направление было новое для меня, неизвестное. Но так получилось, что в семье моей супруги папа ушел рано из жизни, и такая тяжелая работа, тяжелый труд упал на плечи, скажем так, моей тещи. И мы, посовещавшись с супругой, решили, что нужно возвращаться как раз-таки в родное село и продолжать бизнес, вот это направление, чем, соответственно, мы сегодня и занимаемся. То есть бросили город, приехали в Зилаир, и теперь как раз продолжаем семейный бизнес и работаем в этом направлении. А в этом году погода доставила сложности? Да, этот год у нас дождливый, погода очень быстро меняется, планы у нас очень часто перестраиваются, поэтому приходится подстраиваться. В прошлые годы, насколько я знаю, сложности уже доставила другая стихия, да? Огонь, пожары. Пожары тоже бывают очень часто. Мы предоставляем технику, мы предоставляем оборудование. Это и ветродуйки, и бочки с водой, это и гидранты. То есть, и опять-таки людской труд тоже никто не отменял. А в тушении пожаров тоже участвовали? Присутствуем, конечно, присутствуем. С ранцами вот так вот? С ранцами бегали как раз на спине, да, с водой, и ходили, заливали, тушили. Сохраняли лес? Сохранили, да, затушили, сохранили. Все сделали как нужно было.
Если честно, вид поваленного дерева у меня вызывает не самые приятные эмоции. Страшно, как бы не вырубили все. Поэтому Евгений и решил сразу после работы в лесу показать мне, где растут будущие исполины, и рассказать, что такое лесовосстановление. Евгений, ну вот если честно, у меня иногда душа болит, когда я вижу, как рубят лес, и думаешь сразу, а может ли он когда-то закончиться? Нет, на самом деле это все миф, потому что ежегодно проходит процесс лесовосстановления. То есть каждую весну мы засаживаем весь объем, который в течение прошлого года вырубили. Поэтому выращиваем в теплицах вот такие саженцы сосны, сосна обыкновенная. Весной мы их забираем, едем в лес и на готовой площади будем высаживать вот этих вот малышей. И сколько лет пройдет до того момента, когда они вырастут уже в большие деревья? Наши внуки, возможно, срубят этот лес и построят из них для себя уже новый дом. То есть такая система. То, что рубите вы сейчас, когда-то посадили в свое время прошлые леспромышленники, так? Совершенно верно. Потрогаю верхушки, потом не дотянусь уже через 70 лет до них. Да, такие вот зелененькие, красивенькие. То есть вот так вот выглядит. Даже так? Вот так вот выглядит. Можно подержу? Саженец. Очень хорошо развита корневая система, поэтому за счет этого высокая приживаемость. Удивительно, вообще сложно представить, что из этого хрупкого растения когда-нибудь появятся такие гиганты. Да. А уже из этих исполинов вырастут чьи-то дома или будут благодаря им согреты. И ради этого трудятся десятки людей. Евгений, вот это все-таки только сырье, да? Я так понимаю, это начало пути. Да, совершенно верно. То есть сейчас древесина поступила к нам на предприятие. Сейчас по ассортиментам разложим, отсортируем. Какая-то часть леса пойдет на распиловку, на пилорамы. Это ликвидная древесина. Неликвидная, береза, осина. Это все поступает на дровокол, колется, соответственно, поленья. И в дальнейшем развозим населению для топки и для растопки бань, домов. То есть, получается, вашим же деревом топятся те дома, которые построены, опять же, из вашего дерева. Совершенно верно. Тяжелая работа вообще это. У вас какой график? Вот вы во сколько домой, в сезон, из дома вы уходите, во сколько возвращаетесь? Мне кажется, у предпринимателя нету графика работы. Работаем тогда, когда нужно. Ну, понятно, что нужно время и семье уделить, но стараемся совмещать все, и работу, и дом. Все вместе дружно по сей день трудимся на одном предприятии, работаем. Перед Евгением изначально стояла высокая планка. После потери главы семейства теперь он отвечал за всех ее членов. И, конечно, за дело, что с нуля еще в 90-е строили родители Елены. Когда ее папа умер, они с супругом жили уже в Оренбурге, где и планировали остаться. Елена, у вас женская рука в бизнесе тоже чувствуется, да? Все пределы. Да, у нас все пределы. Что на вас? На мне это кадровая работа, бухгалтерия. То есть мы также делим с моей мамой женские обязанности. А Евгений у нас отвечает, конечно же, за тяжелую мужскую работу. Получается, вы освободили Евгения от такой работы, где нужно работать с документами, где требуется усидчивость, чтобы вся его энергия шла на производство. Да, все верно. В свое время еще мои родители также начинали этот бизнес 23 года назад. Моя мама занималась также бухгалтерией, вела всю бумажную работу. А папа также, конечно же, руководил остальным всеми мужскими делами. Семейное дело на то и семейное, что трудятся все члены. И вот уже второе поколение здесь применяет вполне рабочую схему разделения труда. Наш основатель, муж, папа, дедушка в 2013 году покинул нас, ушел. Пришлось вам, да? Пришлось мне, да. Конечно, было трудно. Что говорить. Ездила и в лес, доски загружали, я залазила на эти фуры, сама замеряла кубатуру. Ничего себе. И до этого, получается, вы этого не делали, вам пришлось это все... Это все пришлось, да. До этого я это знала только теоретически. Тут пришлось мне и на практике применить свои знания. Потом на помощь пришли дети. Потом пришли дети, да, в лице моего зятя Евгения Николаевича Нелюбова.
Это уже на сегодняшний день я ему доверила все на 100%. И не пожалели? Не разочаровались в зяте? Нет, нет. Оправдал все ожидания? Вы рады были тому, что дети вернулись в село, или вы хотели для них какого-то городского будущего? Да нет, наверное, не было такого городского, потому что у самой был опыт жизни в городе, и я понимала, что что там в городе. А вот здесь все, здесь жизнь. Даже и не поспоришь, что ты чувствовать себя начинаешь по-другому, свободнее. Вот в чем прелесть жизни на селе. Из Уфы до таких красот добираться и добираться. А здесь вышел из дома, и вот тебе виды, по которым так тоскуют горожане. А если еще добавить немного экстрима? Женя, как вообще изначально появилась идея организовать такой джип-тур? Это прекрасное времяпровождение просто. За один день можно и посмотреть красивые места, и полюбоваться природой, и ягоды, и грибы посмотреть там, пособирать. То есть все вместе, отдыхая душой и телом, просто вдохновляясь вот этой красотой. В городе, кстати, такого, мне кажется, не найдешь. Трудно поддерживать такое хобби, если ты живешь в мегаполисе, а здесь просто весь Зилаирский район для этого как все это в шаговой доступности. То есть ты выехал из дома, и ты уже в лесу. То есть не надо никуда далеко там ехать, чтобы насладиться вот этой красотой. Поэтому в этом и плюс жизни на селе. А хотелось бы, чтобы больше людей вообще узнали о Зилаирском районе? Когда я учился в аграрном университете, познакомившись со своими одногруппниками, когда они узнали, что я из Зилаирского района, многие сказали: а где это? Ну что так? Да, то есть было и такое, поэтому Зилаир на самом деле, вот он, вот Зилаир, Зилаирский район, мы тоже республика. Это абсолютно нормально и хорошо, если к нам будут приезжать гости, мы с удовольствием будем рады видеть. Что обычно хочется после такого заезда? Комфорта и тепла. И, как по мне, это один из самых уютных домов, которые я когда-либо видела. Гостевое гнездышко семьи Нелюбовых. Сделано все из собственных стройматериалов. Когда живешь среди такой красивой природы, хочется ею немного поделиться. Так и появилось это райское место. Мы уже на самом деле успели прочувствовать атмосферу и, честно признаюсь, здесь очень уютно. Что это за место? Это что? Это не ваш дом. То есть вы здесь не живете постоянно? Нет, мы здесь не живем. Мы здесь только отдыхаем. И даем другим возможность здесь отдохнуть. Очень много желающих, друзей, близких, которые правда хотят приехать в Зилаир и провести здесь хорошо время. Поэтому мы создали такие условия. Все из дерева. Абсолютно все из дерева, и мало того, что из дерева, из собственного дерева. Лена, вы тоже, наверное, участвовали в создании этого места. Как женщина, наверное, создавали как раз здесь уют. Тоже вношу свои идеи, конечно же, по большей части для детей, чтобы здесь тоже было им интересно. Женя, а чем вы руководствовались, когда создавали это место? За счет чего вообще достигался этот уют, который чувствуется здесь? Вот они, рученьки. Все было именно так. Серьезно? Собственно, руками вы делали? Какие-то вещи, да. Что, например? Люстра? Очень много. То есть Люстра в доме, кстати, Ой, она очень, кстати, делал стильная. Евгений сам. лестница, люстра, перила. Когда идея возникла создать вот эту люстру, я пробежался по территории предприятия и в самом, наверное, дальнем углу нашел самое кривое вообще полено из тех, что валялось. Ну и получилась вот такая вот интересная вещь, которая сегодня вот многие так говорят и удивляются, что, блин, прикольно. То есть на самом деле она же одна единственная такая в мире, других нет.
4 часа от Уфы. Больших городов поблизости нет, и люди здесь немного другие. Разделяют работа работой, но отдыхать и проводить время с семьей тоже нужно. И нам Евгений об этом постоянно напоминает. И хочет, чтобы даже во время съемок мы смогли урвать свою порцию удовольствия от Зилаиры. Люди здесь как-то греют, и словно вот этот костер притягивает к себе. На земном шаре 2 населенных пункта, которые улицы идут не по названиям, а по нумерации. Мне нравится видеть горящие глаза детей. Александр Геннадьевич, что это у нас здесь такая романтичная обстановка с вами? Мы сейчас с вами находимся в малой архитектурной форме, которая называется «Колодец». Край мой единственный в мире, где я так вольно дышу. Как думаете, где мы сейчас находимся? В новом современном общественном пространстве? Нет. А может быть, в каком-то интересном, необычном и очень уютном музее? Или это один огромный большой кукольный домик? Тоже нет. Мы находимся в детском садике села Зилаир. И все это только цветочки. Что имеем, не ценим, потеряем, плачем. Вот так примерно, я думаю, вспоминая ежедневный послеобеденный сон в детском саду. Но березка меня добила окончательно. Вот те дети, которые по утрам не плачут, идя в детсад. Тут скорее родители пускают слезу, понимая, что им-то всего этого уже не видать. Детский сад, если честно, поражает. Наш детский сад занимается развитием технического творчества детей дошкольного возраста. И вот здесь, в коридоре, мы сделали мини-технопарк, оборудовали стены конструктором, конструктор Гига. Кто вырастет из этих малышей? Будущие инженеры. Это место стало столь удивительным и благодаря энтузиазму его заведующей, воспитателей и родителей. Детский сад в сказку превращает одно простое человеческое качество – неравнодушие. Ну, как мы уже поняли, у вас очень много идей, но идея – это одно, финансирование – это другое, и часто они не находят друг друга, как в вашем случае. На помощь, конечно же, приходят знакомые. Тот же Евгений Николаевич не раз помогал нам. То есть родители, предприниматели, да? Предприниматели, да, приходят на помощь. Понятно, когда родители видят, что мы делаем для их детей, что дети действительно занимаются, развиваются, получается привлекать еще больше спонсоров. Ну, есть такие ситуации, когда справляетесь без спонсоров, да? Конечно, Например? да. Большинство оформлений или что-то там сделано своими руками. Идея, фанера и, конечно же, мужские руки. Я очень благодарна тем мужчинам, которые работают у нас в детском саду. Многое все из того, что вы видели, сделано их руками. А откуда такое рвение? Что вам это дает лично? Мне нравится видеть горящие глаза детей, их счастливые улыбки. И улыбки, и радости, и восторг от того, что они смогли, они сделали, у них получилось. Я хочу сделать так, чтобы дети на селе могли развиваться точно так же, как и в городе. Сын Жени и Лены как раз ходит в этот детский сад. Папе не так часто удается забрать младшего, работа, поэтому тем дороже время, проведенное вместе. А какие для вас самые приятные моменты в жизни? Вот это, наверное, все равно не связано с работой. Ну, сколько бы на работе времени не проводи, а всегда хочется домой. Лучше дома, в тепле, в уюте, с родными и близкими. Поэтому дом – это все. Ну, сыновья иногда по папе, наверное, скучают, да? Ну да, все-таки сыновья, им действительно нужен папа. Роман сейчас вот уже взрослеет, уже школьник. Но папа у нас справляется. Один выходной в неделю посвящается только семье. То есть все дела уходят на второй план. Телефон отключается? Нет, Не телефон не всегда. отключается, Да, я согласна, это действительно, но по возможности папа рядом. То есть папа занимается сыновьями, и это очень здорово. Насколько я знаю, мама, да, воспитывала вас, так получилось, что папа... Большую часть, наверное, моей жизни, то есть подростковой жизни, все-таки на воспитании были мы у матери, да. Потому что папа... Папа ушел рано. Ушел рано.
И вы, получается, думаете, что чего вам бы хотелось бы, да? Я сегодня, наверное, компенсирую те вещи, которых мне не хватало в детстве. То есть сегодня я стараюсь как раз-таки дать и додать это своим детям. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здрасте, Приветствую, приветствую, здравствуйте. Николаевич, спасибо огромное. Смотри, как происходит? все четко. У нас здесь идет сейчас реконструкция братских могил, где будут увековечены фамилии всех участников Великой Отечественной войны со всего района. Вот. У нас понятно, что сметами и проектами все предусмотреть бывает сложновато. И, к сожалению, прилегающая территория в благоустройство не попала. Вот. И вот буквально вчера с Евгением стоим здесь вечером, обсуждаем, что тут и как происходит. И вот когда увидели, что здесь у нас по территории вот такая как бы неказистая, она невзрачная, Евгений предложил свою помощь в виде техники, чтобы сделать планировку и благоустроить прилегающую территорию. Поэтому вот благодаря ему мы сейчас вот это все будем приводить в надлежащий вид. Мемориальный парк появился еще в 70-е годы, и время оставило на нем свой отпечаток. Требовалось обновление. В бюджете села денег на это нет. И тут на помощь приходят гранты, с которыми в Зилаире уже научились успешно работать. Мы, может быть, такое единственное сельское поселение, которые трижды стали победителями в номинации «Лучшее муниципальное образование». То есть у нас сейчас весь пьедестал почета. Есть третье место, есть второе, есть первое. Особо порадовало вот это первое место, где мы стали победителем градостроительной политики. На этот грант нам было выделено 18 миллионов. Самая большая часть была определена именно на этот парк. Задумка в чем? Вот в Зилаирском районе в свое время, до Отечественной войны, было очень много деревень. Порядка 60 деревень с географической карты исчезло. Но ребята-то оттуда тоже воевали. И сейчас-то они, получается, как бы у нас подзабытые. То есть их нигде, ни на каких мемориалах, ни на каких памятниках в списках нет. В живущих селах еще, которые существуют, Там еще мемориалы стоят стоят. мемориалы, Да. а это уже вымершие села, естественно, и не осталось. Поэтому не стали делить. К великому сожалению, живых ветеранов войны у нас нету. Поэтому мы считаем, что они все достойны вечного огня. И уже взамен 300 человек, которые были выходцы из Зилаира и погибшие, мы сейчас здесь устанавливаем, у нас список подходит уже к 9 тысячам. Получается, можно сказать, возродили забытые имена, да? тех, Возродили кто- забытые имена. Зилаир – село с богатой историей. Появилось оно после строительства Преображенского медиплавильного завода. Сейчас это уже достопримечательность. И местные стараются сделать так, чтобы это было не единственным местом, вызывающим интерес. Александр Геннадьевич, чем еще прельщают большие города? Это общественное пространство, это арт-объекты, которых с каждым годом становится все больше. А село может таким похвастаться? Вот не хвалясь скажу, что в республике всего 3 сельских поселения, которые выиграли грант на историческое поселение. Это Никола-Березовка, Краснокамский район, Воскресенский, Милюзовский район и Зилаир Зилаирского района. То есть мы стали победителями в конкурсе «Историческое поселение». Был выделен грант, на этот грант была отреставрирована Купеческая улица. Нашими проектировщиками было задумано так, чтобы это составляло как бы синхронизацию связки всех объектов. Вот хорошо видно наше начало, откуда мы берем. Это медиплавильный да? завод, ему 275 лет. То есть можно прикоснуться к старине. Дальше следуем идет Спасо-Преображенский храм. От храма идет Купеческая улица. То есть здесь несколько программ. А ваше любимое место какое? Дом. Зилаира есть мой родной дом. Я его люблю, я его обожаю. И всегда, когда меня спрашивают что-то там, где-то чего-то, я говорю, один дом останется в Зилаире. Это будет мой дом.
Александр Геннадьевич, в этих 3 соснах, конечно, не заблудишься, но что это такое? Что за неизвестный, непонятный объект пока? Вот этот объект, он называется Дуртонда. Угу. И что это значит? Вот в Греции, наверное, слышали, есть такие строения ротонды. Они тоже состоят из колонн, они имеют круглую форму. А у нас она имеет квадратную форму, то есть 4 стороны. Дурт с башкирского 4. Да. Поэтому она получила название Дуртонды. Она сделана тоже по каким-то особым технологиям. Она сделана по определенным параметрам, по высоте, по длине сторон. И внутри насыпан холм. Вот когда встаешь на этот холм, спускается космическая энергия, человек напитывается и уезжает из Илаиру здоровеньким, абсолютно напитанным энергетикой. Проверяли? Конечно, проверял. По себе? Нет, Вы так гранты выигрываете? только. Ребята, вы знаете, кто такие хипстеры? Нет! Это мы с вами. Сейчас за латте с миндальным сиропом поедем. На земном шаре 2 населенных пункта, которые улицы идут не по названиям, а по нумерации. Это Нью-Йорк и Зилаир. Если вы коренного зилаирца остановите и спросите, где улица Мира, он вам не скажет. Но она есть. Но она есть. А спросите 3-ю улицу, вам сразу скажут, где она находится. Это как в Нью-Йорке, там 5-я авеню, вот это все, да? Да. А вот это считалось улицей самой богатой. То есть здесь были самые богатые люди. Купцы, купеческие дома сохранились. Сегодня у нас 9 объектов культурного наследия, которые отнесены в официальный реестр. Александр Геннадьевич, что это у нас здесь такая романтичная обстановка с вами? Мы сейчас с вами находимся в малой архитектурной форме, которая называется колодец. Ага. Этот колодец установлен в память легенды. Ну, это не легенда, это быль. Когда у нас разрушали Спасо-Преображенский храм, то есть были полностью уничтожены 2 купола, и, соответственно, была уничтожена звонница. На этой звоннице были колокола, которые выплавлялись на нашем медиплавильном заводе. При разрушении храма, то есть, это была тогда, наверное, такая политика, эти колокола, они просто сверху сбрасывались. И местное население ночью на подводах колокола грузили на подводу, и вот в каждом купеческом доме был свой колодец. И вот в одном из этих колодцев были спрятаны эти колокола, то есть они были затоплены, колодец был засыпан, и вот в память об этих колоколах был построен вот такой вот маф, и здесь вот внутри, если обратить внимание, находится колокол. Один из спасенных или это уже новый? Нет, это уже современный. Спасен, кстати, один-единственный, и он сейчас находится на храме. Александр, я так понимаю, мы стоим в храме, которому, если так можно выразиться, дали 2-ю жизнь. Совершенно верно. Это мини-копия Спасо-Преображенского храма Александра Невской лавры города Санкт-Петербурга. Это одно из самых старейших зданий нашего села. В 1833 году храм был построен. Послевоенные 60-е годы было принято решение, что храм, он как храм уже нам не нужен, и якобы для народных строек потребовался кирпич. Отец Дмитрий, а как-то изменилась здесь жизнь? Может быть, стало больше как-то прихожан? Опять-таки помнят, что было раньше, буквально каких-то 3-4 года назад, и что стало сейчас. Удивляются, благодарят. А что-то осталось от прошлого, от истории храма? Вот у нас есть такая легендарная икона святого архангела Гавриила. Она у нас появилась из двери. Когда-то здесь, в старом храме, был иконостас. Когда его разбирали, кому-то понравились доски, на которых была написана икона. Их перенесли в жилой дом, и из них сделали двери. Просто закрасили краской, и появились двери. Потом этот дом разбирается, дверь уже за ненадобностью у них остается на улице. И вдруг во время дождя, снега начинает краска шелушиться, и проявляется лик. Отец Дмитрий съездил, привез эту икону. Какое-то время она находилась в храме. Потом владыка Николай приехал сюда на богослужение, и ему рассказали вот эту историю. Он увидел, говорит, срочно ее мне на реставрацию. Забрал, и по истечению времени... Торжественно подарил.
Почему, Евгений, все-таки вот не город, а село? Я просто очень люблю свое село на самом деле, потому что у нас в селе есть то, чего, я думаю, что недостаточно в городе. Это что? Это чистый воздух, красивая природа, замечательные люди, добрые, отзывчивые. И это очень радует и впечатляет. Настя, я не могу отпустить вас из Зилаира с пустыми руками, поэтому у меня для вас есть небольшой презент. Это наши дары Зилаирского района. Можете открыть, полюбоваться. Безумная красота. Это береста? Да, это ручная работа. Занимаются мастера в Зилаире. То есть здесь есть и частичка меда, частичка варенья. Здесь вот еще также есть мед, зилаирский мед. Что за милашество просто? Да. Зилаирский мишка. Сейчас вот мы приехали как раз-таки на природу, и вот прям сегодня Грибочки? на подножном корме, да, насобирали грибочков таких вот милых. Придется учиться солить, мне кажется. Ну да, или с картошечки пожарить. В любом виде. Слушай, подойдет. Такие дары леса прям. Да, Лес кормит. лес кормит. В прямом смысле этого слова. Спасибо большое, Евгений. Ну, это очень приятно. Я уверена, очень вкусные. И что еще особенно приятно, очень красивые подарочки. Можно это съесть, но коробочки с бересты останутся. Спасибо. Очень приятно было с вами познакомиться. На здоровье. Анастасия, взаимно. Обязательно вернусь еще раз, уже отдохнуть. Хорошо, приезжайте. Ну все, Будем рады. я к следующему герою лесами и волчьими тропами. До свидания. Все-таки место накладывает свой отпечаток. Зилаир – это леса, деревья исполины, и люди здесь сильные духом. Живущие в такой красоте умеют видеть прекрасное. И здесь как с деревом. Вот вроде бы казалось простое бревно, но в умелых руках может превратиться в произведение искусства. Но даже вот, пожалуйста, баночка из простой бересты. А какая красота! Итак, во всем. Главное желание, и все получится. У Жени получилось. А сейчас мы отправимся к известному шеф-повару Айдару Хананову. Приготовим изысканные блюда из фермерских продуктов. Айдар, я тут гуляла по одному из самых лесистых районов нашей республики и нашла вот такие прекрасные дары природы. Отлично. Подойдет под блюдо? Супер вообще. Лисички. Нас осень балует как раз-таки таким грибным хорошим сезоном. Да, в этом году как-то по-особенному. Это да. Но мы приготовим сегодня грибной пирог. Добавим туда еще немножко капусту. Вот бывает капустный пирог с добавлением грибов, а у нас будет грибной пирог с добавлением капусты. Начнем с нарезки овощей. Грибы с луком жареные – это вкусно, а грибы с двумя видами лука – это будет еще вкуснее. Поэтому мы используем порей. Вот его нарежу такими полукольцами. Порей как раз-таки отличается своим таким нежным вкусом. Капусту вот тоже можно вот так вот разобрать. На составные, Слайсом. на детали, да? Ну, тогда будет легче нарезать. Можно включить сковородку, добавить туда масло. Да. Ага. Со сливочным маслом, когда мы обжариваем, все у нас становится вкуснее. Поэтому не жалейте, обязательно добавляйте сливочное масло. Все, можно это дело подсолить немножечко. Добавим сначала капусту. Наша задача сейчас раскрыть каждый ингредиент, чтобы вот лук был не просто пропаренным или просто там готовым, а чтобы он обжарился, дал свой вкус, раскрылся ярко. Как аромат? Сливочно. Сливочно. Все, можно добавлять грибочки здесь у нас. Все, сейчас грибы дадут сок, а потом следующий этап, когда уже влага выпарится, он опять вернется в процесс обжарки. Да, сейчас нужно дождаться, когда начинка у нас подостынет. Пока она будет стынуть, мы раскатаем тесто. Разыскалка. Комфортнее работать. Можно лайфхак, да? Чтобы Да. было легче. Нужно визуально поделить на две части. И вот с половинки вперед и сюда. Тогда будет эффективнее. Потом перевернуть его так и то же самое продолжать. Теперь выкладываем начинку. Мы накрываем этой частью. Оп.
И с помощью вилки мы его заклеим вот так, как чебурек. Смажем наш пирог яичком. Чтобы румянее Его было, да? нужно сюда разбить, да. И для того, чтобы тесто у нас не вздувалось, мы немножечко его вот так Протыкаем, вот да? проткнем. Да. И вот с помощью кисточки мы его чуть-чуть так вот смажем. Ну все, 30 минут 180 градусов. Эти минуты будут длиться вечно. Пока пирог печется, предлагаю сделать сырный соус. Ага. Нам нужно натереть вот этот колбасный сыр. Для того, чтобы нам его расплавить, нам нужно сюда налить сливки и молоко. Все, можем погружать туда сыр. И не спеша, с помощью венчика, его помешивать. Наша задача довести соус до однородной массы. Пирог у нас готов. Финальные штрихи остаются? Да, можем его нарезать. Мы добавим наш сырный соус. Туда немножечко зеленого лука. Меня удивляет просто, насколько простой набор продуктов, даже взять вот этот соус, да, насколько это элементарно, но так вкусно выходит. Если с умением подойти к сервировке, то это почти ресторанное блюдо. Спасибо, Айдар. Спасибо тебе.